Второй сезон юношеской футбольной лиги не за горами. Спортсмены не впервые готовятся к такому масштабному турниру, однако волнение все так же присутствует, несмотря на то, что самый мощный мотиватор для них – это тренировки. Ответственность лежит на каждом члене команды, но защищенные ворота, безусловно, заслуга вратаря. Конечно, попробуем занять, хотя бы попасть в тройку, хотя бы надо попробовать. Мы думаем, что в этом сезоне мы этот результат осилим. Атака добывает победы, а защита – титулы. Именно эта цитата идеально подходит защитникам «Ангушта». Хорошая оборона необходима, если команда рассчитывает на серьезные трофеи. Подготовка к второму сезону идет хорошо. Мы тренируемся 2 раза в день. А так все хорошо, все нормально. Надеемся выиграть ЕФЛ в этом году. Первый сезон огромными усилиями и упорными тренировками принес ребятам серебро. Но в матчах второго юные футболисты планируют завоевать золото. Для этого время с утра до вечера игроки проводят на поле, также изучают своего соперника и разрабатывают наилучший подход к предстоящей игре. Первый турнир он был в прошлом году. От нашей школы участвовала, от нашей республики участвовала команда 2007 года рождения. Вот. В этом году второй год, как это ЮФЛ. И, соответственно, 2 команды уже, 7-й и 8-й год. У них по плану должно быть на следующий год 3 команды должно быть, и в 2025-м 4 команды. У них такой план. Несмотря на то, что один из лучших игроков Мухаммад Измайлов перешел в молодежную команду «Локомотив», ребята не отчаиваются, продолжают дружеские отношения и поддерживают друг друга. Хочу поблагодарить руководство РСШ «Ангушта», и также я хочу поблагодарить Аздаева Хасана, главного тренера РСШ «Ангушта» 2007. Аллах рясху. Я знаю, что начинается новый сезон. Хочу пожелать удачи парням. И также буду следить за вами. В новом сезоне турнир состоится 15 апреля в Волгограде без разделения на этапы. Стыковые матчи будут проходить как дома, так и на выезде. Турнир продлится до ноября 2023 года. Малика Измайлова, Сулейман Костоев. Новости 24.